Некоторые сильно очень проваливаются. А? Некоторые очень сильно проваливаются. Почести ушедшим. Где делали? А делать городской конкурс был. Спасибо деду за победу. Номинации «Женщина на войне». В этом сборнике название. Вот, например, «Смертные люди». Мокрые, желтые, вялые ветки. Жалко на солнце висят и блестят. Дождик при солнце, а все уже... Господи. А все уже ветхо. Дух умирания, меньше и света. Смертные люди, мгновенья летят. И вот сегодня... Что-то ты как за упокой читаешь. Сегодня другое прочитаю. Как раз посвящается вот всем друзьям, которые сегодня сюда пришли. О. Как без друзей среди людей идти, с кем попадет попутно? Так я скучаю без дождей. Без них мне как-то неуютно. Ну вот прослышалось плесканье, листвы мытье и полосканье, природы матери ласканье. И кажется, мир так хорош. Откуда в людях столько злости? Тоскуют мысли, ноют кости. Ведь мы друг другу братья, гости, а потому дождя уж ждем. Он примиряет, грязь смывает, все освежает и бодрит, и зло как будто убывает. Гармонию нам дождь дарит. Вот, она и напророчествовала, Да. что дождь – это вода сверху, которая смоет все зло, Да. и наступит добро благоденствие. полностью. А еще она снега воспевала. Снега. Да. Подожди, я по снега затмил. Как может снег затмить, представляешь? Снег затмил. Все. Белый, пышный, как лебяжий пух. И от прелести Всевышней захватила дух. Вот что такое, а? Воспела снег. Да. Дождь вот то, что ты прочла. И снег. Это так как раз воспеть даже снег, представляешь? Из этого Белизна затмила тьму. И все стало вокруг голубым и зеленым. Да. Вот так. Давай дальше. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, что со всеми и можно, и нужно дружить, что никто не окажется в трудностях брошенном, и друг другу поможем мы все пережить. Она, кстати, все время старалась всем помочь. Но приходит, как горько разочарование, то в одном, то в другом из знакомых людей. Я прощаю, а мне врачевание. Сердце будто осторожнее, похолодей. Но есть люди, чьи души, что чистое золото, не ржавеют их чувства, надежна рука. В дружбе с ними спокойно, светло мне и молодо, и любая дорога легка, широка. Очень любила людей. Вот, да, как хочется верить, да. Юра как раз под эту музыку написал. На первый юбилей. Первый юбилей когда? Через 3 года делают или через 5? Ну или со дня рождения, я не знаю. Сколько ей? Ей 95. Вот будет 95, можно Да, сделать, да. Да. Вот сейчас 93, значит. Да, через 2 года. 94. Обязательно. В госпиталь к ней. И она читала поэму свою. Поэму Да. свою читала наизусть. Да. Наизусть. Это вообще шедевр, да. Вообще на вершине, на вершине поэтического бомонда этого нашего сегодняшнего. 93 года. Писать космические стихи. Космические после знакомства с этим, как его звали? С Корниловым? С Корниловым.
Корнилова. У нее пошли космические стихи. И она их все наизусть читала. Это удивительно просто. Тоскуй мое сердце, ничего не ищи для себя. Хоть разбейся, нам некуда деться. Претерпись, уж такая судьба. И зачем мои редкие слезы будто кровью сочатся из глаз? Стынут льдинками, как от мороза безнадежные. Пробил их час. Счастье в прошлом, спасибо, что было. Что согрело горячим лучом, осветило на миг, ослепило, прикоснулась щекой и плечом. Сохрани же все в памяти сердце, сбереги этот дар для себя. Плачь, не плачь, а нам некуда деться, привыкай. Так сложилась судьба. Замечательный финал. Спасибо.